Приветствую зрителей YouTube-канала журнала «Илин». В июне этого года на Исай-Холонко, селе Амга, была открыта отреставрирована диорама «Оборона СССР». Диорама была создана в 1983 году художником Якутского музея истории и культуры Константином Васильевичем Расторгуевым. Прослужив около 40 лет, эта диорама была в непригодном состоянии, если бы не идея ее реставрации и помощь Татьяны Юрьевны Сибгатуллиной из Москвы. 19 июня, в день открытия, коллектив музея подготовил художественную композицию, пригласил родственников и близких художника Константина Расторгуева. Реставрационную работу провел художник-реставратор Иван Попов. Татьяна Сибгатуллина – человек неординарный, меценат и исследователь истории России, побывала первый раз в Якутии, в Амге, СССР в 2018 году с потомками Ивана Строда и Анатолия Пепеляева. Позже с писателем, автором романа «Зимняя дорога» Леонидом Юзефовичем. И тогда родилась идея вернуть диораму в первозданном виде посетителям Амгинского музея. Үтө күнүнен Илин журнал каналын көрөчүлөр. Бүгүн бихи сахыл сыгыттан репортаж оңробут. Ол курдук бүгүн мен кепсетер кихим Татьяна Юрьевна Сибгатуллина кини бәйте чинчияти историянын тирехиргир ордук бу саха сегер гражданской серии историятын онна кылаура бу сахыл сыгыга үрүңнер кыһыллар Пепеляев онна Строд жонноро сиеннере хоссиеннере или тутухалларын 2019 сыллаха кыттачта онна биттерияти диякка сөп. Онон бие кинилин бүгүн бу сахыл сыгыга келеммит кепсетибитин сагалыбыт. Уважаемая Татьяна, мы сегодня приехали в Сасылцысы. Здесь завершилась буквально в прошлом году реконструкция. Вот ваши впечатления. Сегодня жаркий день, солнце. Мы посмотрели, заходили в эти объекты исторические. То, что я знаю, вы исследовали, вас заинтересовал роман Леонида Абрамовича Юзефовича «Зимняя дорога». Пожалуйста. Да, я уже не первый раз в этом месте нахожусь. Для меня оно очень много значит. Оно просто соединяет два времени, потому что очень мало осталось мест с подлинными строениями той эпохи, причем в абсолютно том же пейзаже и в абсолютно тех же условиях, что и 100 лет назад. И, конечно, я, в общем-то, некоторым образом боялась сюда ехать сейчас, зная, что здесь была реконструкция, потому что я видела это все таким же, как это было в первозданном виде, в общем-то. Вот как это сохранилось, что сделало время и что ему не удалось сделать. Потому что следы пуль на зданиях, они никуда не делись. Вот они там как и были, так и есть. И, конечно, я могу сказать, что реставрация сделана очень бережно, все прекрасно. Реставраторы отнеслись с большим уважением к историческому наследию. Сейчас, конечно, легче представить себе все, как это было. Это очень приятно. И, конечно, в доме навели порядок, вставили окна. И исторические надписи, которые там были, не стерты. Поэтому все замечательно. Мне очень это понравилось. Да, Татьяна, сейчас мы тогда подойдем вот к доске примирения, в котором вы участвовали тоже в 2018 году. Вообще вот интерес к Якутии, к истории именно Пепеляева, Строда, как она у вас начиналась? Пожалуйста, вот несколько слов тоже. Я могу сказать, что началась она совершенно необычно. Мне просто попалась в руки книга. Ну, а дальше... Леонида Абрамовича. Да, Леонида Абрамовича Юзефовича «Зимняя дорога». Я ее прочитала, и мне очень понравились оба героя. Мне захотелось как-то увековечить их память, поэтому я провела такую небольшую инициативу, установив таблички последнего адреса на доме Строда. Мне было очень интересно его найти в Москве. Я живу неподалеку. Потом
Дальше, выясняя обстоятельства всех этих дел, я была очень заинтересована в том, чтобы найти и место последнего прибежища и вообще проследить за жизнью Анатолия Николаевича Пепеляева, потому что он был тоже человеком очень благородным и вел себя... Вообще оба они были люди достойные достойные того, чтобы мы о них знали, и достойные нашей памяти. Вот. И, конечно же, мы нашли уже непосредственно с Игорем Пепеляевым, правнуком, прямым Анатолия Николаевича, нашли его последний адрес. В городе Воронеже. В городе Воронеже, да. И я хочу сказать, что для родственников, для потомков и Пепеляева, и Строда, которые безумно на них похожи, я считаю, что вообще в них воплотились лучшие черты их дедов. И я познакомилась с Ольгой Строд, и, естественно, я очень хорошо знаю теперь всех потомков Пепеляевых. Мне кажется, что они даже голосами говорят теми же самыми, потому что внук унаследовал там голос своего отца, и мне кажется, что Анатолий Николаевич тоже говорил таким же голосом. Поэтому им не надо было мириться. Они все хорошие люди, у них абсолютно нету никакой вражды, никаких априори, никаких, так сказать, никакой исторической памяти о какой-то враждебности. Да, конечно, это история давняя, но это был такой знак все-таки. Но это был такой, да. Символический очень. Да. И вы участвовали в 2018 году. Давайте подойдем к знаку, доске, которая как раз вот обозначает тот акт примирения. Это было 30 августа, да? Да. Вот вспомните, пожалуйста, их как бы реакцию, настроение. Я помню эту фотографию, когда Виктор и Ольга. Да, Виктор Лаврович, сын младшего сына Пепеляева, он потрясающе совершенно обнимал Ольгу. Это было очень красиво. И ну, это было бесконечно трогательно. Это было бесконечно трогательно и ну, чрезвычайно символично. Никогда в жизни мне не приходилось участвовать в подобном. Наверное, только в Якутии возможно. Вот. Поэтому, да, они вместе держали эту табличку и вместе ее устанавливали в знак того, что ну, не было и нет, что гражданская война должна быть закончена. Вообще и в сердцах, в умах, и вообще во всем. Чрезвычайно символичная. Да, и еще вот, Татьяна, вы помогли реставрации диорамы СССР. Вот 19 июня состоялось открытие отреставрированной диорамы в селе Амга, в здании музея. И амгинцы очень благодарны вам за эту помощь, поддержку. Вот и опять же тоже ваши впечатления. И это, что для вас это значило, вот этот акт, даже можно так сказать? Ну, вы знаете, почему мы всегда ищем какое-то значение? Мне кажется, что возвращение истины и памяти народу, оно естественно. Не надо придавать этому какое-то огромное значение или чего-то. Я считаю, просто, ну, как бы обычно делаю то, что мне кажется нужным сделать. И мне и в дальнейшем хочется помогать музею амгинскому. Мне кажется, что у него очень большой потенциал. Очень большой. В нем собрана прекрасная коллекция экспонатов, и мне кажется, что у нас есть еще над чем поработать. Можно поработать с архивами. Это ну, чрезвычайно большая и интересная работа, длинная, долгая. Мы, как в Якутии, всегда не назначаем никакого времени, но мне кажется, что путь пройден большой. Мы очень много не знали, даже уже после написания Леонидом Абрамовичем книги, которая, естественно, послужила ну, самым основным и главным толчком. Но много чего не знали мы и о Строде, и о Пепеляеве, и о том, как вся эта история продолжалась. Я могу сказать, что после того, как ну, мы очень долго искали адрес Пепеляева, мне пришлось связаться с архивами практически везде в России. И благодаря этому я получила колоссальное количество документов, которые нигде не были опубликованы. Дела детей Пепеляева, его последнее дело, ну и так далее.
это, я думаю, сюжет для отдельного рассказа. Поэтому, ну, хорошо, что слово порождает в наш интерес к нашей истории, к воссозданию истины, потому что истина, она всегда где-то есть, она достаточно проста, просто надо не лениться заглянуть в нее, найти ее, не бояться ее. Вот, Да, как-то ну, так. да. И, Татьяна, тогда большое вам спасибо, Махтал, за этот рассказ. И то, что эта работа продолжится, взаимодействие, сотрудничество с Амгинским музеем, это, мне кажется, Конечно. да, это все замечательно. Вам большое можно вашу руку пожать? Да. Спасибо большое.